Здравствуйте. Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в Якутии. Маргарита Егоровна, о ситуации в республике. Оперативным штабом Российской Федерации, органам исполнительной власти всех субъектов и Роспотребнадзору поручено с 19 октября организовать раздельный учет случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди лиц с клиническими проявлениями, зарегистрированных по экстренным извещениям больниц, и среди лиц с бессимптомным течением заболевания, выявленного активно по результатам лабораторных исследований. В связи с этим с понедельника, с 19 октября в Якутии к 133 заболевшим в учет включены еще 24 носителя, и в итоге в официальную статистику по Якутии вошло 157 человек. За вторник, 20 октября, 177. Из них 138 заболевших и 39 человек с бессимптомным течением заболевания, которые были выявлены в результате спланированных, целенаправленно проведенных лабораторных анализов здоровых людей, к примеру, среди контактных. Также необходимо отметить, что в республике Саха-Якутия на этой неделе был достигнут наивысший результат проведенных лабораторных анализов на ковид и достиг максимума. За сутки мы провели по республике 6071 исследование на коронавирусную инфекцию. И показатель охвата тестированием населения методом ПЦР составляет у нас уже 506,7 на 100 тысяч населения. При среднем показателе по России 150 на 100 тысяч населения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, от имени Республиканского оперативного штаба мы даем официальную информацию. По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия, ситуация на территории республики остается напряженной. За последние сутки выявлено 147 новых случаев новой коронавирусной инфекции. В городе Якутске 125 случаев, в Нюргинском районе 8, в Алданском Нюрингринском районе по 6 случаев, в Мегино-Кангаласском районе 5 случаев. Отдельные случаи новой коронавирусной инфекции зафиксированы практически в каждом районе республики. Оперативные штабы республиканские и муниципальные отрабатывают как с точки зрения соблюдения гражданами санитарно-эпидемиологических норм. Медицинские организации совместно с санитарными врачами осуществляют деятельность, направленную на выявление и непосредственно лечение тех заболевших, которые у нас оказались в зоне влияния коронавирусной инфекции. За последние сутки, к сожалению, зафиксировано 2 летальных случая. И, безусловно, мы приносим свои соболезнования тем родственникам людей, которые умерли от этого заболевания. За сутки в республике проведено 6071 исследование на коронавирусную инфекцию. Задача, поставленная главой Республики Саха-Якутия по сокращению сроков проведения анализов на коронавирус, выполняется всеми учреждениями здравоохранения и лабораториями Роспотребнадзора Республики. Необходимо обратить внимание, что в целом непосредственно сокращены сроки и госпитализации людей, заболевших, и сегодня Республика Саха-Якутия по госпитализации является одним из лучших субъектов Российской Федерации, и, соответственно, это дает нам возможность оказывать качественную медицинскую помощь в целом на территории нашей республики. Я бы хотела обратить ваше внимание прежде всего на то поведение, которое мы с вами все вместе, и те правила поведения, которые мы должны сегодня для себя взять, для того, чтобы не распространять инфекцию. Безусловно, наши медики работают, наши санитарные врачи работают, но выполнение требований этих зависит от нас с вами. К сожалению, тяжелые случаи в Республике Саха-Якутия увеличиваются. Увеличиваются они прежде всего за счет пожилого населения. Поэтому еще раз, берегите свое старшее поколение. Это очень важно. Важно для того, чтобы сохранить в целом свой род. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Далее смотрите. В Якутии впервые построят ВОЛС за полярным кругом, о чем еще рассказал глава региона на 9-м форуме «Открытые инновации».
Порядка 5000 КТ-исследований сделали в Якутии в этом году. Гражданина Индии обвиняют в хищении 2 бриллиантов. Заведено уголовное дело. Якутия входит в топ-10 по развитию в стране IT-отрасли, а в ближайшие годы должна попасть в 5 лучших. Об этом глава республики Сен-Николаев заявил на 9-м форуме «Открытые инновации». Руководитель региона рассказал, что в республике работает первый и пока единственный на Дальнем Востоке IT-парк. В ходе разговора о технологическом развитии страны Сен-Николаев подчеркнул, что с точки зрения инноваций драйвером может стать российская Арктика. Речь идет, например, о производстве материалов, уникальных лекарственных препаратов и изучении глобального потепления. Также руководитель региона сообщил, что в следующем году республика совместно с Ростелекомом впервые построит линию